по второму вопросу, по пыльцовому анализу. То есть практически нам выйти со своим медом за рубеж, ну цифры там интересно, 500 тонн меда Россия продает, а Китай продает там 50 тысяч тонн, ну это смешно даже. То есть Россия практически находится за пределами рынка меда. Наш мед никто не может купить, потому что он не может быть аттестован по тем стандартам, которые есть, ну скажем, у Европейского Союза. А Европейский Союз основан, их нормы основаны на немецких стандартах. То есть немецкие стандарты – это самые жесткие стандарты. Немецкий мед – это самый лучший мед. Хотя немцы производят очень мало меда сами. Они в основном это, ну, когда они закупают, то есть они импортируют, то есть экспортируют, так, импортируют, так они проверяют по своим стандартам. И эти барьеры немецкие перешел, все, рынок немецкого меда им открыт. У нас, значит, у меня по этому вопросу были дипломные проекты на управление качеством. Значит, сравнение стандартов. Ну вот, я беру немецкие стандарты, значит, ну как обычно, значит, проверка качества немецкого меда. Да, органолептические, как у нас физико-химические и так далее. И бац, последняя, значит, графа, пыльцевой анализ. Пыльца, значит, немецкая и пыльца зарубежная. И все это баллы, все это. Если этой графы нет, то никто у тебя это самое и не будет рассматривать. Значит, пыльцу ввели как основной критерий. Сейчас все говорят. Но пыльцевой анализ еще не это. Не панацея от всех бед. Можно отфильтровать, пыльцы не будет. А? Нет? Ну вот на ярмарку придите, что там требует ветлаборатория? Она пишет, что по органолептическим свойствам он удовлетворяет, я не знаю, неужели они там 50 банок все пробуют? Значит, физико-химические свойства, влажность и диастазное число, и все, а остального ничего нет. А в немецких стандартах есть, у нас, значит, вот диастаза проверяется, они проверяют инвертазу, и еще есть аминокислота пролин, да? Это обязательная, значит, проверка вот этого фермента пролинового, который у нас слыхом не слыхивали, видом не видывали. Поэтому путь один. Надо осваивать стандарты. Кто желает продавать мед легально. Нелегально, то пожалуйста. Заплатил деньги, и там они сами пусть это. Они приедут, проверят и скажут, хороший мед мы покупаем. А легально, со своими документами, вы туда не попадете. Был случай интересный, когда наши узнали, что в Турции сотовый мед, вот ну, такая бешеная цена. Повезли целую вагон. И потом с флагами. А без флагов возвращались с этим же вагоном обратно. Потому что в воске там обнаружили содержание церезина. Недопустимое. Вот ГОСТами. И все. Пожалуйста. Так вот, мы эту работу проводим по пыльцевому анализу, как тоже близкая нам. Вот все это обобщено в этой книжке. Значит, сейчас работа находится в таком состоянии. Значит, мы составили атлас пыльцевых зерен изображения в оптическом и растровом микроскопе. Вот. Разработали программу распознавания, сколько находится зерен какого растения в пробе меда. И даже провели апробацию с одним пчеловодом. В результате мы выдаем первое.
сертификат, ну, пока он подписан, и нет такой лаборатории, мы пользуемся тем, что Ижевский государственный технический университет может проводить научные работы, и мы даем такой акт, значит, проведения научных исследований. Ну да, ну какая официальная? Ректор утверждает, что эксперты, которые проводили в лаборатории физико-химической, тоже подтверждают. Вот такая бумага. Значит, отчет о исследовании. И, естественно, договор между пчеловодом и вот организацией. И еще одна бумажка для рынка, типа сертификата, что данный мед по исследованиям является липовым, в нем столько-то процентов липовых озерен, а столько-то процентов других. Значит, по имеющимся правилам идентификации данный мед относится к липовому, либо там будет липово-кипрейный и так далее. Подпись. Значит, результаты исследований можно найти в отчете таком-то, который хранится там. Вот такая бумажка. 3 бумажки дает. Ну, мы пока так апробацию сделали, и мы даже, ну, мы будем договор с вами заключать, и там договоримся, если захотите. Форма договора у нас на сайте есть, Игорь? Ага, вот. Молодец. Да. Все, значит, ну вот так. Может быть, я на этом кончу свой вопрос. Второй. То есть второй и четвертый вопросы мы закрываем. Вопрос.